Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я доктор Тахири, президент Международный союз писателей-целителей, автор 55 книг и 20 лекарственных препаратов. Я вас всех люблю. Где слово «любовь» есть, там идет просвещение, люди друг друга уважают, и мир очищается от плохих слов. Я хочу сегодня вам немножко рассказывать о моей методике, которой человек может жить 100-150 лет. Это все зависит от самого человека, от природы и от Бога. Если мы людей будем учить методику продления жизни, конечно, они будут жить долго и безболезненно. Люди умирают не от болезни, а от незнания. Поэтому я написал книгу «Научись сохранить здоровье». Если человек не имеет возраста, в каком возрасте, например, можно в школьной скамейке и 30, 40, 50 лет научиться, он будет долго жить, все зависит от самого человека. Основа человеческого организма находится вода. Внутриутробно 95% состоит из воды. С годами вода уменьшается, и у человека появляются морщины, все. Поэтому людей надо учить пить воду. Вода – основное лекарство и превращает в энергию человека. И мы начинаем двигаться. И одновременно растворяет все то, что пищи, которые мы употребляем. Поэтому я рекомендую каждому человеку, который утром встает, должен пить до пол-литра, 500 мл теплой воды. Почему 500 мл? Потому что за ночь уже пол-литра мочи уходит. Дальше через дыхательные пути, через калиевые массы вода уменьшается, состав крови. Когда уменьшается на 8% воды из состава крови входит, у человека уже риск на появление инфаркта миокарда и инсульта. Когда 26% входит из состава крови жидкость вода, это появляется уже подагра, мочекаменная болезнь и много других тяжелых болезней. Поэтому я считаю, что первое лекарство – это вода. Вода нужна везде, во всем мире. И человек воду употребляет для питья, для душа, для клизмы в различных местах. По моему методику, после воды это дыхательная гимнастика, комплексные упражнения. Если люди будут узнавать, методика Бутейкова. Вдох, задерживать дыхание, полный выдох. И задерживать дыхание, значит, они долго будут жить, никакой вирус, ничего на них не действует, и спазмы не бывает. Метод Стрельникова и моя методика. Система оздоровления по методику доктора Тахири включается улучшение зрения. Какие методики есть? Например, есть комплекс упражнений, это глаза 1 минут вверх, направо, вниз, налево, потом мигать до 100 раз, потом как светофор направо, налево, вот такие движения. И то, что я разрабатывал, у нас по миру есть санаторий Ауч, где со всего мира приезжают люди и открытыми глазами внутри этот бассейн находится 5-10 минут, открытыми глазами у них восстанавливается зрение. А я разработал в течение 10 лет уже много людей, каждые 2 часа берут воду, открытыми глазами держат в руках, и туда заходит вода, улучшается зрение, восстанавливается. Поэтому, если сравнивать нашу методику, вот когда в дерево не поступает вода, они высыхают. И у нас организм тоже, и зрение вот таким образом. Поэтому в комплексе моих тренингов входит вот это упражнение. Дальше лечение голосами, звуками, движениями, танцами. Например, в Индии есть такой мантра, называется мантра бессмертия Ом. Мы сделаем вдох и начинаем Ом. Выброс энергии. И таким образом будем 10-15 раз сразу открываться, дыхание улучшаться, общий кровоток усиливается, обменные процессы у человека быстро восстанавливается сила. Есть другие комплексные упражнения, которые я людям обучаю. Это еще мантра Арахам. Например, причиной много болезней является в желудочно-кишечном тракте. Когда газы не выходят, стул вовремя не происходит, и начинается много наших болячек. Поэтому это упражнение называется живот надуваем, втягиваем и
Вот таким образом я людей учу, чтобы они занимались восстановлением своего здоровья. Но есть еще дополнительные упражнения, лечение, например, при заболевании почки слова «у». Одним тембром, если будем говорить «у», улучшается кровоток в почках и почечных каналах и мочеточнике. Дальше по нашей методике есть смехотерапия. Смехом можно лечить очень-очень много заболеваний. Я являюсь автором книги «Смехотерапия». Когда человек начинает смеяться, вырабатывается специальные гормоны, повышается иммунитет, и много болезней автоматически исчезнет. Например, в этой книге я привел болезнь коллагеноз, который много врачей считают неизлечимой. Больной пошел в гостиницу, каждый день смотрел кинокомедию, по 3 часа смеялся, боли исчезли, в конце месяца он 100% выздоравливался. Поэтому я всем рекомендую, что в течение дня сами меньше полчаса, ну, не сразу, конечно, каждые 2-3 часа по 5 минут смеяться. Так, в дальнейшем наша методика заключается, чтобы люди, вот сейчас начинается сезон, грипп людей пугает, много боятся. Значит, слово ковида и другие вирусы от страха умирают. Поэтому здесь я даю советы употреблять активированный уголь. 1 таблетку на 10 килограмм веса больного. Второй, сода, чайная ложка на 200 мл воды утром, вечером пить. Ну, неделю 2-3. В дальнейшем перекс водорода. Перекс водород, значит, 10 капель на 50 мл воды. Он от себя вырабатывает атомарный кислород и улучшается обменные процессы. Например, у многих больных, которые после инсульта, нарушения ритма, я рекомендовал, быстро идет восстановление. Это все стоит копейки. И в дальнейшем, по нашей методике, это травы. В свое время великий Авиценна сказал, что медицина сидит на 3 кита: нож, слова и трава. Я написал 4 стиха, что «Втачай, унеси мою печаль, у тебя такой роль, пьешь, тебе уходит боль. Ты лекарство и нектар, ты бесценный Божий дар». В мире Бог создавал все травы, все деревья, все, даже песок, все то, что на земле есть, это обладает лечебным свойством и лечит человека. Поэтому фиточаи, которые сейчас в многих фитоцентрах продают, настоящие, пакетированные, я не рекомендую. А вот то, что натуральные, надо пить эти чаи, есть печеночные, почечные сборы, сердечные сборы против опухоли, против различных других заболеваний, которые имеются в фитоцентрах Гордеева, которые находятся по территории России. 40 его фитоцентры. Сам Михаил Викторович Гордеев является, можно сказать, первым хорошим фитотерапевтом на территории России. Его фитоцентры находятся и в Уфе, Стрельтамаке, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, где я периодически принимаю больных и даю консультации. Будьте здоровыми, живите 100 лет без болезней. Это наша дивизия. Любой человек может жить 100-150 лет. Это зависит от нашего подсознания, от нашего настроя.